На данный момент можно сказать, что башкирское общество расколото на тех, кто поддерживает режим Путина, который последовательно перемалывает, ассимилирует и уничтожает башкирский народ, и на тех, кто открыто или не открыто выступает против режима. Первая, лояльная часть башкир, считает, что ничего страшного в стране не происходит, что башкиры и не такое переживали в истории, что в будущем все обязательно исправится и наладится. Эта часть башкирского общества, как правило, в большей своей части политически неграмотна. Они не осознают всю степень опасности и руководствуются словами и убеждениями так называемой псевдоэлиты, которая заняла все руководящие посты в Республике Башкортостан. Любому здравомыслящему и политически грамотному человеку понятно, что в стране установился диктаторский режим, где нет свободных выборов, где политических оппозиционных лидеров убивают, где сажают за любое несогласие с властью, где закрыты все оппозиционные СМИ, где запрещено любое проявление свободы слова, собрания, митинги, пикеты и так далее. Россия заняла 154 место из 180 стран в мире в индексе восприятия коррупции за 2024 год. Насколько сильна коррупция в Башкортостане, наверное, никому не надо говорить. Практически каждый месяц того или иного крупного республиканского чиновника или министра сажают то за взятки, то за мошенничество, то за откаты. А руководит этим правительством и этими министрами человек, который сам был в прошлом осужден за групповое изнасилование башкирки. Все мы его знаем. Его зовут Андрей Назаров. Башкиры, находясь в составе России, теряют в численности и убывают уже несколько переписей подряд. Башкиры теряют свой язык, и сокращение носителя языка приближается к 50%. Башкирский язык исчезает в результате сокращения башкирского языка в школах и в результате сокращения самих башкирских школ. Оставшаяся часть башкир ассимилируется катастрофическими темпами. Если еще 20 лет назад в башкирских деревнях молодежь разговаривала на башкирском языке, таких как Акьяр, Аскарова и так далее, то сегодня там дети в большинстве своем говорят на русском языке. Развязав войну в Украине, кремлевский режим заставил в нем участвовать и другие народы, в том числе и башкир. Ради Хабиров, как гауляйтер, присланный нам из Москвы, постоянно перевыполняет план по поставке пушечного мяса из нашей республики на эту проклятую войну. Отсюда и результат. Вот уже второй год подряд Башкортостан занимает первое место по количеству убитых на этой войне. Уверен, что будь Башкортостан независимым государством, то не стал бы отправлять своих мужчин умирать в непонятной для башкир и никому не нужной войне. Вот, например, все знают, что есть ОДКБ. Но однако ни одна страна, входящая в этот союз, не стала отправлять своих солдат в Украину. Ни Казахстан, ни Белоруссия, ни Кыргызстан, ни Таджикистан, ни Армения. Одновременно с уничтожением Путиным башкир за пределами России, он уничтожает башкир и в самом Башкортостане. В республике вот уже много лет идут постоянные репрессии по отношению к наиболее активной части башкирского народа. Это запрет Национальной организации Башкорт, аресты и посадки Айрата Дильмухаметова, Фаиля Алсынова, Рамили Саитовой, Рустама Фаререддинова, Марата Шарафуддинова и многих других активистов. Массовые аресты по баймакским событиям стали пиком репрессий в республике. И здесь не только сажали, но и калечили и даже убивали башкир. Все мы помним Рифата Даутова и Минияра Байгускарова. Запрещая и уничтожая башкир, Москва продолжает грабить республику, которую превратила в самую настоящую сырьевую колонию. 2/3 доходов республики Москва забирает себе, оставляя Башкортостан крохи. И те самые крохи Хабиров тратит на свои прихоти. Он тратит миллиарды на установку памятников, на различные арки, дворцы, на выставки и форумы, на поездки своей команды за рубеж,
проведение никому не нужных инвестсабантуев и так далее. В то же самое время дороги в республике разбиты и не ремонтируются, а на этих дорогах ежедневно в авариях гибнут люди. В городах не чистится и не вывозится снег. Происходят ежедневные коммунальные аварии по всей республике. Разрушаются мосты. Природные ресурсы миллионами тонн выкачиваются из недр республики, а взамен жителям достается изгаженная и загрязненная экологическая среда. Когда же граждане республики пытаются возмущаться или отстаивать свои права, их просто сажают в тюрьмы. Ко всему этому стоит добавить, что в последнее время усилилась российская пропаганда, пытающаяся убедить башкир, что мы на самом деле не башкиры, а русские. Со всех утюгов и чайников каждый день в голову башкирского населения вдалбливают, что русским быть престижно, что башкиры – это верные младшие друзья русского народа, которые просто обязаны расплачиваться своими жизнями и своими богатствами за то, что дал нам русский мир. За то, что научил нас, неграмотных башкир, русской грамоте, что построил нам города и вообще дал нам цивилизацию. А если ты не согласен становиться русским, то русская община, которая расплодилась по городам Башкортостана, объяснит тебе, что ты не прав. Если исходить из всего вышеперечисленного, то становится очевидно, что наша республика оккупирована врагом. А на руководящих постах поставлены коллаборационисты, предатели из своего собственного народа. Эти предатели пытаются нас убедить, нас, оставшийся башкирский народ, что так и должно быть, что так было вообще всегда и что обязательно в будущем станет лучше. Надо просто потерпеть. Сами они, в принципе, являясь образованными людьми, прекрасно понимают, что путинский режим действительно уничтожает башкир как физически, так и превращая наш народ в народ манкуртов. Часть из этих башкир осознанно выбрали этот путь, служа российскому оккупационному режиму за большие деньги, за возможность вести бизнес, за различные блага. То есть они променяли жизнь башкирского народа и всех его будущих поколений на свою нынешнюю сытую жизнь. И ведь они прекрасно понимают, что ассимиляция и манкуртизация народа коснется также и их детей, и их внуков. Но они, скорее всего, уже не будут башкирами. Но им, в принципе, это и не важно. Им важнее своя сегодняшняя сытая жизнь, чем жизнь их потомков. К тому же, они уже, можно сказать, приняли русскую идентичность и не считают ничего плохого и зазорного, что их дети не знают башкирского языка, что они выйдут замуж или женятся на русских, будут носить русские имена, примут православие и будут ежегодно нырять в прорубь. Другая большая часть башкирского глубинного народа смотрит на этих чиновников и начинают перенимать их модель поведения, считая, что башкирские восстания, например, это было так давно, что о них лучше не вспоминать. Да и вообще не надо было башкирам поднимать восстание, ведь русские это наши братья. Что Заки Валиди не таким уж был и героем для башкирского народа, что у него есть темные пятна в истории, и лучше о нем вообще забыть. Что американцы хоть и спасли башкир от голода 100 лет назад, но делали это ради корысти и, конечно же, как настоящие капиталисты, наживались на горе башкир. Что репрессии в отношении башкирской интеллигенции и элиты в 30-х годах прошлого столетия – это трагическая ошибка, которую не надо вспоминать. Да и вообще те репрессии были оправданы, потому что страна жила в кольце врагов. Так, под воздействием пропаганды, целый 1,5-миллионный башкирский народ становится народом манкуртов и Иваном Непомнящих. Но, к счастью, не все такие. Есть и много башкир, в основном это образованные и умные люди, у которых все в порядке с совестью и исторической памятью. Они понимают, что этот режим ведет башкирский народ в пропасть. И только свержение режима, а в последующем обретение независимости спасет башкир от полного исчезновения. Эти люди понимают, что этот режим прогнил насквозь и рано или поздно обязательно рухнет. Этот час X обязательно настанет, и у нас появится шанс в краткосрочном этапе попытаться вырваться из этой империи
и построить свое собственное независимое башкирское государство. И вот здесь, при построении своего национального независимого государства, встанет вопрос: как быть с теми, кто служил в прошлом оккупационному режиму? Кто вольно или невольно помогал этому режиму подавлять свой собственный народ? Ведь среди них есть вообще, среди вот этих людей, кто работал на этот режим, есть много образованных и талантливых башкир. Что с ними делать? Мы считаем, что иллюстрация в независимом Башкортостане должна пройти обязательно. Иначе мы никогда не вырвемся из этой российской матрицы. Все, кто участвовал в откровенных преступлениях против башкирского народа, вообще в целом против всей республики, те должны понести наказание соразмерно своей вины. Если ты убивал свой народ, фальсифицировал уголовные дела, сажал людей, пытал их, грабил граждан республики и имущество Башкортостана, если ты занимался пропагандой, сознательно своими действиями или бездействиями помогал уничтожать башкирский язык, его национальное самосознание, искажал историю или культуру, то ты должен пойти под суд и понести наказание. В то же время, если твоя вина не такая уж и большая, если ты считаешь, что был лишь винтиком системы и совершал ошибку, и вообще, что ты совершил ошибку, если ты так считаешь, то ты можешь реабилитироваться среди башкирского народа, публично раскаявшись и попросив прощения у башкир. Нас не так много, чтобы проводить массовые репрессии против своего же собственного народа и устраивать охоту на ведьм. Мы должны сохранить свой человеческий капитал, чтобы строить свое будущее и создавать нормальное цивилизованное башкирское государство. Ну, например, все мы помним, как некоторые члены группы «Караван-сарай» пели хвалебные песни Хабирову, когда в это же самое время избивали защитников Куштау. Или другой пример. Все мы знаем певца Радика Юлякшина, который поддерживал репрессии против участников баймакских событий и публично сравнивал Фаиля Алсынова с Гитлером. Виноваты ли они перед народом? Конечно, виноваты. Но степень их вины не такая, чтобы их за это сажать в тюрьму. Достаточно лишить их государственных наград, премий и услышать их публичные извинения. С них этого хватит. После этого они продолжат заниматься в республике своим творчеством, работой на благо башкирского народа. Если не захотят извиниться публично, то просто забыть о них, лишить всех доступов к государственным программам, не приглашать на телевидение, на радио, на концерты. Пусть они почувствуют себя в той шкуре, в которой долгие годы находятся сотни и тысячи порядочных творческих людей, которые из-за своей принципиальной позиции не склоняются под этот кровавый режим и выживают как могут. Вообще башкиры очень добродушный и прощающий народ. Мы простим тех, кто оступился и впоследствии искренне признал свою ошибку. Надо уметь признавать свои ошибки и уметь прощать.